خفافيش الظلام. В последнее время многие люди под предлогом или считая, что они приказывают одобряемое, удерживают от порицаемого, совершают такие действия, как покушение на чью-то жизнь, подрывы, взрывы, какие-то убийства, осуществляют какие-то там акты, хорошо, и говорят, что это из области приказа одобрения, удерживания от порицаемого. Или, например, совершают хуруч против правителя. Этот вопрос очень важный. Вопрос очень важный. Во-первых, мы должны с вами сказать, что если у правителя остается ислам в своей основе, основа ислама у него остается, если у него нет ридда, если он не отошел от ислама, а основа сама ислама в нем осталась, то тогда аль-хуруч, выход против правителя мусульман запрещен. Запрещен. Также помогать кому-то в этом тоже нельзя. Тоже запрещено, тоже является харамом. Удерживать людей от подчинения этому правителю тоже что? Нельзя. Тоже харам. Вот это вот очень важный принцип у ахля сунна валь джамаа. И, иншаллаху та'аля, в следующем параграфе этой акиды, в следующем разделе, будет рассмотрен этот вопрос более подробно. Что касается теперь безбожных правителей, то есть правителей безбожников, то здесь, да, говорят уляма о дозволенности хуруджа. О дозволенности хуруджа, но, опять же, тогда, когда есть для этого условия. Ислам ставит условия. И первое условие – это аль-кудра, наличие реальной силы, реальных возможностей. Как говорит шейх Усаймин, не идут на танки с ножами кухонными или с камнями. Итак, наличие возможностей, реальные, а не мнимые возможности. Собственно, все хукмы шариата, все хукмы установления шариата, они обусловлены вот этим, наличием силы. Хорошо, это мы должны знать. Ля юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллах не возлагает на человека то, что не в его силах. Второе условие – это тахкик аль-маслаха. Чтобы здесь реально было осуществление какой-то пользы. Хорошо? Осуществление реальной пользы в результате этого, чтобы была польза. Это условие. Третье условие, чтобы был реально устранен вред. Это условие. Вопрос. Люди говорят, ну есть польза, вот такая-то польза. Вот мы вышли против этого безбожного правителя, и здесь вот мы собираемся выйти, совершить то-то и то-то и то-то. И вот польза такая, хорошо, вот такой-то вред устранен. Так вот, очень важно дальше условие. Очень важное условие. Определение пользы и вреда. Есть ли действительно польза или нет? Есть ли вред или нет? Определение этого вопроса не принадлежит простым людям, а обязательно здесь обращение за фетвой к уляма ар-расихун фил илм, то есть твердых в знании. Уляма твердых в знании, большим ученым. Только они, это их прерогатива, это их полномочия, это их компетенция определить вопрос пользы и вреда. Будет ли здесь польза, не будет пользы, будет вред, нет, будет вреда. Хорошо? Это не простые люди определяют. Это не связано, не зависит от мнений простых людей. Мнениями, иджтихадами тех, которые не имеют этой степени иджтихада, какими-то собственными заключениями людей это не определяется. Не может быть так, что какие-то молодые люди сами сели, взвесили, и вот они считают, да, вот есть польза, есть вред. Простые люди сели и, основываясь на свой иджтихад, на свои собственные мнения, на свои собственные заключения, сделали такой вывод. Можно? Нет. Обязательно здесь обращение к уляма. Поэтому шейх ислам ибн Таймия, мы с вами об этом уже говорили, упоминает об этом условии.
упоминает об этом условии, он говорит, что если кто-то возьмется за это дело, то есть приказано удерживать порицаемого, не будучи убежденным, не просто предполагать, а быть убежденным, что будет польза и что уйдет вред. Хорошо? Если он войдет туда, не будучи убежденным, то он не имеет права входить. Если он не убежден, что после, убежден, опять же говорю, якин, что после его этого действия этот мункар сменится на хайр, что будет благо в результате его действий. Если он не убежден, то говорит он, ля яджуз, нельзя в таком случае совершать эти действия. Нельзя вот это порицание мункара делать. Ясно? Только будучи убежденным, что да, действительно будет польза. Будучи убежденным, что уйдет вред. Что после этого мункара будет хайр. Только будучи убежденным, можно приступать к этому. Иначе нет. Ясно? Поэтому Ибн аль-Кайим, если вы помните, мы говорили об этом, он упоминает 4 уровня порицания порицаемого. Инкаруль мункар. Первое. Это когда в результате порицания порицаемого уходит мункар, и вместо него приходит ма'руф. Вместо него наступает благо. Становится хорошо. Это первое. Второй уровень, когда мункар, порицаемое, уменьшается. Уменьшается, хотя и не уходит полностью. Третий уровень, когда в результате порицания порицаемого, вместо порицаемого приходит другое порицаемое, подобное ему. Хорошо? В результате порицания порицаемого, инкар мункар, получают что? Мункар, подобный этому мункару, предыдущему мункару. Ясно? Это третье. Четвертый, когда в результате порицания порицаемого, инкар мункар, приходит то, что еще хуже, чем мункар, который порицали. Становится еще хуже. В первых 2 случаях, первые 2 уровня, здесь инкаруль мункар, порицание порицаемого, установлено по шариату. Хорошо? Одобряется шариатом. Третий случай, когда в результате мункара приходит что? Подобный мункар. Здесь некоторые уляма говорят, нельзя, хорошо, другие воздерживаются и так далее. Но в любом случае третий это что? Вопрос обсуждения. Третий случай, третий уровень, вопрос обсуждения между уляма. В 4-й случай, когда в результате твоего порицания мункара придет мункар еще хуже, в 4-м случае что? Порицание мункара будет запрещенным. Харам. Теперь вернемся к нашей теме. Вопросу. Вот эти вот взрывы, которые осуществляются, какие-то убийства, какие-то покушения в некоторых странах. И те, кто делает это, потом говорят, что это инкар, мункар, порицание порицаемого. При этом они не ставят тех условий, о которых мы говорили, не предусматривают этих условий, не знают их, не соблюдают их. Говорят, ну вот польза такая есть. Если говоришь им, указываешь на ошибочность этого пути, они говорят, что вот польза такая есть, вот вред такой вот устранен и так далее. Вот эти люди, что им ответить, что им сказать? Мы сейчас вернемся к их вопросу, которые устраивают эти вещи, потом говорят, да, есть польза, да, это с нашей стороны вот так мы вот порицаем мункар. Что им скажем? Мы скажем правило ахля сунна валь джамаа, что определение пользы и вреда в подобных вопросах, получение пользы, отстранение вреда, что является вредом, что является пользой, в данном случае определение этого целиком зависит от иджтихада кого? Ахлюль ильм. И должно основываться на иджтихаде и фетве кого? Ахлюль ильм, а не простых людей. Ученых, на иджтихаде должно основываться и фетве ученых, твердых в знании. Почему? Потому что это не вопрос частный. Это вопрос, который затрагивает общество, который затрагивает массы людей. Далее, в результате этих действий, что случается? Случаются убийства, происходит смута, наносится вред и страшный вред всему обществу и другим людям. Проблема, что в результате этих действий страдают
не сами только эти люди, которые совершают их, а другие люди страдают. Это вред, причиняемый другим. Очень важно, мы скажем им, что если порицание мункара становится причиной вреда для других людей, то нельзя делать этого без согласия этих других людей. Ясно? Порицать мункар, порицание мункара, если оно приводит к вреду для других людей, для окружающих, то оно недопустимо без согласия этих людей, которым потом будет причинен вред, которые испытают какой-то вред из-за действия этого человека. Ясно или нет? Потому что здесь уже на них это начинает оказывать влияние. Они испытывают влияние этого, поэтому без их согласия какое ты имеешь право? Ты что-то сейчас сделаешь, ты сейчас что-то натворишь, потом будут страдать другие люди. Ты говоришь, я порицаю порицаемо. Если бы вред был бы тебе только самому, это было бы полбеды. Если бы только тебя касался вред. Но из-за твоих действий, которые совершаются без знания, не в соответствии с шариатом, страдают другие. И ты не имеешь права делать что-то такое, из-за чего будут страдать другие. Например, если человек, как в хадисе, встал, обратился к правителю в его присутствии, увидев какое-то нарушение, и стал что-то приказывать ему, или что-то запрещать ему, и правитель его наказал и казнил ему, мы что скажем? Если человек доволен этим в отношении себя, если он согласен это терпеть, это его проблема. Может быть, даже это, как в хадисе сказано, будет лучше из шухада, лучше из шахидов, лучше из мучеников, как пророк алейхиссалату сам сказал. Но если его действие, его порицание им мункара приведет к страданиям других людей, к серьезным бедам, проблемам для других людей, если из-за этого пострадают их жизни, пострадает их честь, будет покушение на их чести, если будут такое испытание, такие проблемы для них, то тогда нельзя, недопустимо вот такое порицание мункара. И здесь согласны все уляма с этим. Здесь единодушие уляма по данному вопросу. Почему? Потому что здесь вред не замыкается на этом самом человеке. Этот вред переходит что? На других. Поэтому мы скажем этим людям, что, во-первых, вы должны соблюдать условия порицания мункара. Одно из условий – это наличие пользы и, наоборот, устранение вреда. А польза и вред определяются не ичтигадами простых людей, а ичтигадами кого? Больших уляма. Во-первых. Во-вторых, мы скажем, то, что вы делаете, приносит вред другим. Значит, вы не имеете права это делать. Если бы вред только вам самим был бы от этого, полбеды. Когда вы другим делаете, то это уже запрещается вам. И с этим согласны все ученые. Почему? Потому что дарар таадда, то есть дарар, вред здесь распространился на других. Поэтому таким образом инкар рукой делать, и причем в самых жестких формах, в данном случае вы не имеете права. Почему? Потому что страдают другие люди из-за ваших действий. Очень важный вывод, поэтому я еще раз его повторяю для себя и для других, что маслаха мафсада, этот вопрос польза, вреда, он зависит от иджтигада и понимания кого? Ахлюль илм, ученых. Они, которые определяют пользу, вред. И никто не может говорить об этих вопросах без фетва уляма. Только при наличии фатва, фетва от ахлюль илм. А ахлюль илм никогда не дадут фетву, разрешающую подобные действия. Хорошо? Итак, определяют пользу и вред, и вступать в подобные вещи, приступать к таким действиям можно только на основе чего? Фетву ахлюль илм. А ахлюль илм, уляма, не дадут фетву о дозвольности этого. Потому что запрещенность подобных вещей, она известна из самих основополагающих принципов шариата. И один из этих принципов – недопустимость, что? Распространение вреда на других. И потому что здесь вред, он будет гораздо больше, чем какая-то польза, которую люди собираются получить, которую люди предполагают получить. Из-за этих действий, из-за подобных вот действий, сколько дверей блага закрывается. Сколько вреда
Сколько страданий причиняется людям по причине вот таких вот неправильных иджтигадов и подобных заключений, тех, которые не имеют права вообще на иджтигады и на мнения в подобных вопросах. Поэтому вот это предложение шейх ислам ибн Таймия в его акиде, где он говорит в соответствии, сообразно с шариатом, с установлениями шариата должно быть. Аляма туджибу шария. Помните в тексте акиды? Сообразно тому, как это установлено шариатом. Это предложение очень важное. Люди, когда делают порицание порицаемого, приступают к этому, или приказано одобряемое, без учета вот этого важного правила, аляма туджибу шария, в соответствии с тем, как это установлено шариатом, вот тогда большой вред они наносят своими действиями. И потом они за свои грехи будут отвечать. И потом Аллах Субхану Тааля взыщет с них за их грех. Хоть, может быть, у них были там и какие-то благие намерения.